Это бульвар в 8-м микрорайоне столицы. Территория на языке местных жителей именуется как продолжение аллеи Матери и является одной из городских площадок, благоустраиваемых в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Здесь до конца 2021 года планируется комплексное благоустройство с созданием комфортных мест отдыха, озеленением, освещением, включая ночную декоративную подсветку и установкой малых архитектурных форм. Работу мы начали с начала июля. Сама продолжительность работы у нас должна закончиться до конца этого года, срок сдачи. И ведутся работы по установке бордюрного камня и создание водоемов и этих, других определенных моментов. Это фонтаны будут или водоемы? Это будет водоем, не фонтаны они будут, типа родничка, какие-то особые там эти мелкие речки. С большим объемом, где-то по 50 квадратов, по 50 метров каждый водоем примерно выходит. А это уже улица Бота Гагиева, где также проводятся работы по комплексному благоустройству. Здесь, за исключением мелочей, заменили старое тротуарное покрытие на новое. Планируется установить освещение и обустроить площадку декоративными растениями и большими скамейками с изображением национальной символики. Полностью основание сняли, 40 сантиметров балластом полностью послойно укатали. Здесь будет большая скамейка с ингушским знаком. И полностью, иншаллах, вот эту землю полностью уберем, столб уберем и подготовим к чернозему озеленению всего. Посажена трава разноцветная полностью до конца. И будут мелкие кустарники посажены. А вот в этой части будут посажены деревья. Там разных сортов деревья идут. Работы по благоустройству территорий близятся к завершению, а значит, очень скоро жители и гости столицы смогут оценить архитектурные новшества. Взять, к примеру, тот же бульвар рядом с аллеей Матери. Работы здесь будут выполнены в стиле ингушского орнамента. По словам представителей мэрии, в этом году завершат благоустройство 4 площадок. Это сквер к 245-летию единения Ингушетии с Россией, улицы Дашлако-Мальсагова, Горчханова, Хрущева, аллея Матери России. Брусчатка дорожная была заменена, потом бордюры, скамейки, столики для отдыха, урны, освещение обязательно идет туда. И посадка деревьев, газон. Площадки были у нас отобраны именно жителями города путем интернет-голосования, именно определены эти территории. И я думаю, что вот так ежегодно будем потихоньку приводить, чтобы в надлежащий вид, чтобы для жителей города могли наслаждаться отдыхом, проводить время. За порядок на этих территориях будет отвечать администрация. По поводу ухода за газоном и деревьями, таких вопросов вообще не должно возникать. Это плановая работа администрации, она проводится ежедневно, по мере возможности. Поэтому за это беспокоиться не надо будет. Благоустройство территорий ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В Магасе также планируют благоустроить 6 общественных площадок уже в следующем году. Одна из таких рядом с МФЦ. Этот участок дороги не раз приводился в порядок, но через время ухабы и дорожные трещины, поломанные бордюрные камни – все возвращалось на круги своя. Теперь здесь решено провести полную реконструкцию. Ежегодно у нас проваливалось это место возле бордюра. Вот видите, бордюр пришел в такое состояние. В прошлом году своими силами мы опять положили асфальт, чтобы тут движение, потому что тут яма образовалась. Но на следующий год уже полностью в рамках, благодаря этой программе, федеральному финансированию, которое проходит, мы планируем провести этот участок, городской участок, надлежащий вид, полностью благоустроить, замена дорожного полотна, зеленое насаждение, освещение. Нацпроект «Жилье и городская среда», ключевые цели которого повышение комфортности и создание механизма прямого участия граждан в формировании городской среды, разработан с 2018 года. Ну а как он реализуется в Магасе, оставим на суд самих горожан. Ада Мережкова, Асхаб Белакиев, Новости 24.